Казахский суд Биев. С вами адвокат Таир Насханов. На днях прочитал сборник статей академика Зиманова о суде Биев и решил поделиться с вами его основными положениями. Начнем с того, что рассмотрение споров Биевами уходит в глубину веков. У Чингисхана был Майкы Бий, который был его советником. Его по праву называют одним из источников казахского права и государственности. Он отрегулировал законы государственного управления, ввел расследование дела по существу в случае убийства человека, кратные штрафы за угон скота. Именно он оставил в наследство фундаментальные правила, определяющие основы суда и судебной деятельности. Казахские бии вплоть до начала 20 века считали Майкы своим учителем. Это был жизнестойкий правовой институт, который смог сохраниться почти до наших дней. К сожалению, этот суд вначале получил удар в 1822 году, когда Россия упразднила ханскую власть, но тем не менее удержался. Люди шли за решением споров к биям, которым доверяли, а не в царскую администрацию. Но с приходом большевиков, как вы знаете, уничтожены были практически все, кто был как-то связан с правящим классом, в том числе и бии. Решения биев были основаны на мусульманском праве, нормативных актов ханов Касыма в XVI веке, Есима в XVII, Тауке в XVIII веке, а также на прецедентах. Толеби, Айтекеби, Казыбек-би были верховными судьями в 3 жузах. Но были также десятки и других биев в каждом из этих жузов. Все мы знаем Абая как великого поэта и философа, но мало кто знает, что он также рассматривал и судебные тяжбы. Более того, он является автором правил рассмотрения споров в суде последних биев. Как это происходило? Стороны для решения спора выбирали бия, то есть авторитетного и уважаемого знатока казахского права. Также они могли поручить представлять их интересы своим биям, выступавшим в споре в качестве представителей. В случае, если спор касался интересов разных родов или даже жузов, создавалась коллегия из биев, которая могла доходить до 20 человек. Очень редко, когда решение обжаловалось. Авторитет у биев был очень высокий. Чтобы стать таковым, надо было обладать высокими моральными и интеллектуальными качествами. Одними из основных принципов работы суда биев были их абсолютная неподкупность, стремление помирить стороны и стопроцентное исполнение решения. Например, бии руководствовались следующим постулатом Майка: «Тура биде туган жок». Дословный перевод: у справедливого бия нет родственника. То есть бий рассматривал дело и выносил справедливое решение, несмотря на родственные связи с кем-либо из сторон. Я помню из своего детства, что в аулах существовали так называемые Аксакалдар Алкасы, где уважаемые аксакалы решали споры между односельчанами. А недавно в СМИ читал, что в областях сейчас создаются суды биев из числа известных местных жителей, которые рассматривают несложные споры. Может, из этого что-то получится. Эти шаги повысят доверие к нашим судам, и тогда не надо будет завозить сюда английских лордов или нашим казахским бизнесменам мотаться за правдой в Лондон. Если вам информация в этом видео показалась полезной, интересной, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. С вами был я, адвокат Таир Насханов.